Запись пошла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Так, начинаем нашу беседу. Вот, перехватил я брата Руслана. Салам И, алейкум. ассаламу алейкум, кто знает. И, пользуясь случаем, решили вот побеседовать, поднять некоторые вопросы. Все равно их задают или мне, или ему. Руслан, тебе тоже слово, немножко вступление. Да, так получилось, что мы встретились за границей, в Европе, с братом Ишмуратом, Ишмурат Хадрятом, я его так называю. И действительно решили записать видео, потому что те, кто меня смотрит, те, кто смотрит Ишмурат Хадрята, в принципе, у нас много общего, но есть и вопросы определенные ко мне, в частности, да, к Ишмурат Хадряту, возможно, какие-то вопросы. Так что, ну, так как я нахожусь, можно сказать, на канале Ишмурат Хадрята, поэтому я готов отвечать на вопросы, какие зададут. В принципе, ну, если будет время, то сам задам тоже вопросы интересные для меня, для моих подписчиков. Да, тут получается как будто, что я больше интервьюер, задающий вопросы. Ну, там уже посмотрим, как пойдет беседа. Вот, значит, я по определенному алгоритму решил э, немножко узнавать, задать вопросы Руслану. Интересно, как он ответит мне в первую очередь. Ну и тем, кто смотрит, возможно, больше меня, чем его. И по ходу, я надеюсь, мы выясним много чего интересного. Руслан, вот я хотел начать с такого простого вопроса. Как ты себя идентифицируешь? Кто ты? Как ты попал в страну, в которой ты сейчас находишься? И вообще вот предысторию. Ну, наверняка многие, кто меня смотрит, даже и этих моментов и не знают, не слышали. С этого начнем. Ну, в первую очередь я башкорт, башкирский националист, мусульманин, хотя у некоторых немножко по-другому выстраивается это. Некоторые говорят сперва я мусульманин, потом уже только башкорт. У меня наоборот, то есть я, так как башкирский националист, я сперва башкорт, а потом я мусульманин. Как я попал в... То есть я башкирский националист, я придерживаюсь принципа башкирского национализма, в лучшем понимании этого слова, конечно же, что никак не ассоциируется с принижением других народов, с изгнанием там или уничтожением кого-то. Ну, это ничего общего с нацизмом, с фашизмом, с шовинизмом и так далее. Национализм, в моем понимании, это иммунитет народа. Это когда ты свой народ, защищаешь права и интересы своего народа, не унижая, не принижая другие народы, соответственно. Вот. Это кто я такой. В то же время, да, я мусульманин. Можно сказать, конечно же, что у меня, возможно, уверен даже, что у меня намного меньше имана, чем у Ишмурат Хадрата. Но я соблюдаю намаз, держу уразу, не пью алкоголь, не ем свинину, стараюсь как бы соблюдать основные основы, да, вот, постулаты ислама, столпы ислама, как их говорят. Но я не погружен полностью в исламскую вот прям среду, жизнь и так далее. Это вот. По поводу того, как я оказался в Литве, я проживаю в Литве со своей семьей, я там политический беженец. Я получил там политическое убежище из-за преследований со стороны спецслужб России, спецслужб Республики Башкортостан. Ну, в принципе, это одно и то же. И многие знают мой кейс, как я оказался, почему я оказался. Потому что я раньше был один из членов организации Башкорт, которую признали экстремистской, после которой начались репрессии. Но репрессии были и до
преследования организации Башкорт мы все помним дело Айрата Дильмухаметова, дело Рамили Саитовой. То есть наиболее активных башкирских национальных деятелей, которые открыто поднимали права, вопросы, проблем башкирского народа. Их всех преследовали. И это рано или поздно коснулось бы меня, потому что последнего, наверное, такого яркого лидера, яркого национального деятеля закрыли буквально несколько месяцев назад. Это Фаиль Алсынов, мы все прекрасно это помним, мы это видели. Так что поэтому я уехал. Раньше некоторые говорят, что я уехал якобы боясь войны. На самом деле нет, я уехал за несколько месяцев до войны. Я даже не знал, что война будет, что она начнется. Я уехал в ноябре месяце 2021 года, а в 2022 уже началась война. Поэтому я уехал именно из-за преследований. Ну, я надеюсь, что как бы вот коротко ответил. Я тут немножко прокомментировать хотел. Ну, Руслан больше знает именно среду башкирского национального движения. Я знаю больше среду мусульманскую, исламскую, ну, башкортостанскую, наверное, в первую очередь, и вообще такую мусульманскую среду, российскую. И зная уже, какие могут быть вопросы по уже сказанному, да, уже прогнозируя, я вот хотел прокомментировать. Многие люди, когда услышат, что я в первую очередь там башкорт, потом мусульманин, они сразу начнут подправлять. То есть перед Всевышним не важно, кто ты по национальности, перед Всевышним важно, чтобы ты мусульманином был и так далее. Вот я просто знаю, что такой вопрос будет, и комментарий, вернее, да. Я хотел сказать, когда человек говорит, именно мы же контекст смотрим, я Руслана лично знаю, как человека, как брата мусульманина, и поэтому я знаю, вот какие он слова вкладывает. Говоря, я в первую очередь башкорт, он имеет в виду именно свою деятельность. Понятно, перед Всевышним в могиле вопросы будут задавать именно про религию. Он имеет в виду деятельность, во что он погружен, в чем он опытен. Да? Вот это, то есть контекст я правильно же понимаю? Да, все правильно. То есть духовность, духовный мир человека, кто-то перед Аллахом, это все прекрасно понимают. Перед Аллахом Аллах смотрит на сердце, душу, а национальность. Руслан имеет в виду именно свою деятельность. Но, чем я живу. Да, чем он живет, в чем опытен. Он иногда такие, кстати, вещи рассказывает. Я это на канале у себя тоже писал. Я прочитал его книгу «Записки башкирского националиста», да, и мне было интересно, оказывается, эти события происходили в одном и том же городе, в одно и то же время, но как будто мы жили вот на разных этажах одного здания. Да. Там жизнь, например, бурлила на нашем этаже, там какие-то передряги были, и в то же самое время другая жизнь бурлила рядом. То есть вот так. Такие параллельные миры, которые пересекались. Я даже вот описывал там такой момент, когда Шура Башкортостана, организация, которая у вас была, проводила свои собрания в здании Всемирного Курултая Башкир на бывший ДК «Нефтяник» на Ленина. И вот мы приходили, у нас позже чуть-чуть начиналось собрание, в этом же кабинете этого же Всемирного Курултая Башкира. И вот мы туда приходили, и вот выходили из кабинета, где проходил, только что закончилось собрание Шуры, и оттуда выходили такие бородатые, башкортлар, такие и мы заходили туда, националисты, с Кугбуре. Ну, такой вот помню, такой момент, да. Многие мои, его знакомые, наши друзья, общие башкурты, участвовали вот во всех этих делах. Они были мусульманами, да, перед Всевышним делали благие дела, но в то же самое время они беспокоились за свой народ, за те процессы политического, общественного характера, в которые они тоже были вовлечены. Я думаю, про это мы еще сейчас немножко поговорим, да, про общих знакомых и так далее. Вот, я думаю, уже завершая вот этот абзац, ислам, башкиры, мусульмане, башкирское национальное движение, рядом живущие с мусульманским движением, я хотел
тоже задать такой вопрос, может быть, он Руслану немножко неприятным покажется. Вот часто бывает на тебя нападки, да? Наезды. Ну, он уже... Каждый день. Да, но один из видов наезда, может быть, он уже догадывается. Вот каждый раз я наблюдаю раз в месяц, Руслан, который продавал, помните, свинину, там, еще некоторые вещи там тоже упоминают и выкладывают фото. Ну, где-то на рынке, да, там куски мяса. Ярмарка. Куски мяса. Я, например, лично там не знаю, что это за куски мяса. Мясо лежит просто там. Нет, там четко видно, что это свинина. Свинина, да, видно, да? Да. Не увидел. Я так понимаю, это же было в какой-то период твоей жизни, когда ты еще, может быть, только вовлекался в ислам, да? Правильно? Я отвечу на этот вопрос, потому что как бы не вижу в этом ничего такого секретного. Я пришел в ислам не сразу. То есть я, как и многие практически те, кто смотрит сегодня нас, и вообще окружающие нас, сегодняшние мусульмане, сегодня кто себя считает мусульманом, они все пришли не сразу. Мало кто родился в вот такой вот мусульманской семье, где его с рождения воспитывали по всем канонам ислама. Тем более у нас. Тем более у нас в Республике Башкортостан. Я вообще вырос, можно сказать, в атеистической семье. У нас... у меня, да, когда я был маленький, у меня прабабушка, которая с нами жила в городе Ишимбай, она делала намаз, она меня там научила пару таким молитвам. Она читала, писала на арабском языке, достаточно грамотная была. Но ее влияние на меня закончилось быстро. В течение там, потому что она с нами пожила где-то всего года 2, а мне тогда было лет, наверное, 7-8, где-то так. И она умерла. И после этого мы потом переехали в русское село Петровск Ишимбайского района, где вокруг русская среда. Там мало того, что я еще раз говорю, у меня атеистическая семья, можно сказать, да, ну как атеистическая, они как бы тоже вот советские мусульмане, как их можно назвать, да? Петровск Ишимбайского района. Да, Ишимбайского района. То есть это, они как бы, может быть, и себя считали мусульманами, но еще раз говорю, советские мусульмане это кто такие? Это которые вот умирают когда кто-то, они позовут муллу. И все на этом. Это вот вся их деятельность мусульманская в этом заканчивается, исламская деятельность, жизнь. В остальном они как бы там все соблюдают все светские как бы там традиции, какие есть. Вот я вырос в такой семье. Тем более у меня мама сирота, она дедомовская. Вот. И рос среди русских, в русской школе. Тогда башкирского языка не было, башкирской культуры не было. И вообще удивительно, как я из такой среды стал башкирским националистом. В башкирское национальное движение я пришел через историю, потому что всегда любил историю. Но постепенно, как бы уже более сознательной в своей жизни, я постепенно начал приходить к исламу, начал читать, прочитал Коран, прочитал Аль-Бухари, хадисы, да, все его, почитал о религии, пришел к тому, что да, то есть произнес шахаду и стал мусульманом для себя. То есть, но иман все равно еще был слабый. Для меня, наверное, так, я так скажу, что осознанный, да, иман был слабый, и я еще продолжал, скажем так, по инерции, возможно, что ли, как-то вот совершать какие-то определенные вещи, которые сейчас для меня кажутся странными, да, и запретными. Но я уже тогда не ел свинину, я не пил алкоголь, все, когда уже пришел. Но я почему-то тогда как бы не считал ничем таким слишком уж страшным для того, чтобы торговать. Мне предложили как бы, да, заниматься мясом. Я поставлял на рынке Уфы мясо, и в том числе свинину тоже. И нет-нет, меня приглашали на ярмарки, уфимские ярмарки, где я это мясо, скажем так, показывал, торговал. Вот. И это там в числе там и была свинина. Вот это фото сделал Фаиль Алсынов. Он пришел ко мне на ярмарку, сфоткал такой. Ну, это была шутка, я вообще как бы не воспринимал ее как-то чем-то таким.
Он ее выложил в общий чат наш, организации Башкорт, мы там посмеялись, так поугарали, а потом ее просто слили оттуда. Слил там один такой человек, который покинул нашу организацию, и в отместку как бы мне и организации начал потом вот это распространять. Вот. Русские говорят, свинью подложил. Свинью точно, вот здесь вообще как бы все это четко сказано. Вот, я как бы очень быстро завязал с этим делом. Где-то, ну, максимум я там занимался это год, после этого я перестал. Но до сих пор как бы мне вот это вот потыкает этим, что я там раньше когда-то торговал свининой. Я что хочу на это ответить всем тем злопыхателям или тем, кто немножко недопонимает, да, вот вообще вот всей этой ситуации. Что те люди, которые говорят мне, что вот ты там торговал свининой, что ты вот мусульманин, ты как ты можешь себя называть свининой. Когда вы приходили в ислам, до прихода в ислам, пили ли вы алкоголь? Спали ли вы с девушками? Без никаха? Занимались ли вы чем-то подобным? Уверен, что большинство из вас, те, которые не родились в семье, мусульманской семье, и с рождения которым не были привиты исламские ценности, это делали. И алкоголь пили, и что, в принципе, запрещено в исламе. Поэтому, когда, как говорится, есть такая знаменитая, да, поговорка, да, прежде чем бросить камень в кого-то, да, ну, посмотри на себя. Ну, вот примерно так. Да, это... Надеюсь, что доступно ответил. Да. Человек мог бы говорить там, а вы докажите, это же просто может быть фотоколлаж, например, да. Но человек полностью разъяснил, как была ситуация со всей предысторией. Я думаю, ну, вообще, честно говоря, вот насколько я понимаю, да, вот в среде практикующих мусульман вопросов таких не возникает, потому что практикующие мусульмане, они обладают знаниями, они знают, что такое покаяние, они знают, что такое приходить в ислам постепенно. А такими вещами занимаются именно те люди, которые вот про ислам ничего не знают. Для них кажется, что вот они перед Всевышним даже чище, потому что они же себя не заявляют мусульманами, не декларируют. Типа, если мы грешим, открыто грешим, значит мы перед Всевышним там чище. Но я там знаю. Нет. Если человек грешит и при этом он не заявляет себя мусульманином, от этого он не становится таким чистосердечным, не лицемером, как они думают. Грехи, да, они и есть грехи. То есть то, что вы, например, намаз не совершаете, открыто грехи делаете, это вас перед Всевышним на какой-то уровень выше не ставят, чем те мусульмане, которые намаз совершают, пусть даже они грехи совершают. Ну, это да, понятно. Вот, кстати, насчет твоих врагов я хотел тоже спросить, Руслан. Насколько я знаю, если вот сегодня мы придумаем пьедестал такой, да, первое место, второе, третье и так далее, ты, наверное, будешь вот на первом месте из тех людей, кто больше всего хейта ловит из башкир на международном мировом уровне. То есть, да? Есть фильм же такой «Враг государства». Да. Наверное. Другого человека я не знаю, кому столько там сыпется, льется. А вот эти вот враги, они это делают с какой целью? Они это про идею, про идеологию или все-таки кого-то там держат на зарплате, чтобы они вот эти все гадости писали? Как думаешь? И такие есть, и такие есть. Есть реально идейные люди, которые верят в то, что сейчас делает Путин. И, соответственно, те, кто вот идейно поддерживает войну в Украине, допустим, те, кто поддерживает идейно геноцид башкир, можно сказать так, и ассимиляцию башкир, то, что все мы россияне, что все мы русские, вот как, тот Элвин Грей, допустим, да, я не знаю, идейно он или за деньги это делает, тут сложно сказать, но когда он говорит, что вот все мы русские, да, то возникает вопрос к такому человеку. Вот, а есть те, кто на зарплате, действительно, которые все прекрасно понимают, эти еще хуже, потому что они все прекрасно понимают и понимают, насколько, в каком худшем положении сегодня находится башкирский народ,
понимают, насколько плачевная ситуация на сегодняшний момент, сколько людей уже пострадало от этого режима. И они продолжают это делать, будучи башкирами, будучи татарами, потому что татары точно так же, как и башкиры, терпят унижение от этой империи. Поэтому и всякие есть, и такие есть. Мгм. Ну да. Просто за деньги такие вещи писать, я думаю, это все равно сложно. Это все-таки, к сожалению, наверное, великому есть именно такие заряженные. Я почему так думаю? Вот иногда наблюдаешь, да, за дальними даже родственниками. Вот что их сподвигает поддерживать вот это самое СВО, что их поддерживает. Для меня всегда это большая загадка. Украинцы лежат там. Многие вот из этого глубинного народа, я однажды на канале же писал, да, условный парень из деревни, вот я поеду скоро убивать украинцев. Но этот чувак, грубо говоря, он ни одного украинца в жизни не видел в глаза. Он не пересекался. Я даже сомневаюсь, что он, например, с большим количеством русских пересекался. Вот где-то вот в глубинке они живут, но с полной убежденностью он говорит, что вот надо убивать украинцев. Зачем? Что Вот, тебе? кстати, по поводу того, что идейные, да, за зарплату, что мало кто просто за зарплату. Я согласен, в принципе. Вот здесь вот есть яркий пример, когда мы помним ведущего БСТ Тагира Вахитова, который за зарплату вынужден был говорить то на БСТ, видя новости на БСТ, Мгм. вынужден был говорить то, что ему подсовывали. Мгм. То есть, да, это система, этот режим. И в итоге рано или поздно у него просто... И он, когда понимает, что он врет в глаза людям, всем, и ему в душе противно то, что он говорит, вот то, что ему подсовывают на листке этой бумаги, он просто один момент, когда это было с Куштау, событие Мгм. с Куштау, он встал и ушел, да, и открыто А заявил, что я не такая-то буду. команда. Да, он. Это Да, тот да, парень, да? да, да, да. То есть, и многие журналисты, сегодняшние российские журналисты, та же самая Фарида Курбангалеева, допустим, да, известная татарская журналистка, тоже она отказалась вести новости, потому что я, говорит, не могу вот, переступить через себя и просто каждый день говорить ложь. То же самое вот Тагир Вахитов наш сделал. И да, я На согласен, что каком-то официальном канале она была журналисткой, да? она, Фарида. да, она в Москве, там, на ОРТ, по-моему, М. пила. Вот, или на Первом канале. Ну, в общем, один из центральных каналов российских. Поэтому я согласен, что те, кто либо, если это просто чисто за зарплату делают, то они очень глубоко должны затолкнуть, прям вот запечатать вот свое я, свое вот это вот неравнодушие к проблемам башкирского своего народа. Либо это реальные циники, лицемеры, и которые поддерживают все, что творит сегодня Путин. Ну, наверное, так. Я вот эту тему завершая, хотел бы обратиться, да, тоже к близким знакомым, дальним знакомым, иногда очень близким, друзьям, можно сказать, которые вот в данный момент, используя свою большую или маленькую власть, сказки рассказывают про страшных украинцев, что их надо там убивать и так далее. Да, вот я вам хочу сказать, очень мало времени пройдет, вот это все сохранится, вы будете жалеть. Почему я это знаю? Потому что есть с чем сравнивать. Перед нашими глазами вот Советский Союз, да? Все те же самые процессы, которые были там. Допустим, ну какой-нибудь пример возьмем, банальный. Допустим, 1968 год. Ввели танки, ну, в Чехословакию, да, тогда. Потом же вы же писали в своих учебниках, ах, вот это не надо было, вот это была трагедия, вот это была печаль. Это вы сегодня так говорите. А, а ведь тогда вся страна, вот были ваши побратимы, были ваши собратья, которые говорили, правильно, надо вот этих там чехов давить и так далее. То есть, и это был основной бренд. Те люди, которые говорили, что не надо этого делать, это как бы плохо, они были гонимы. Да? Но вот сейчас
очень мало времени прошло, все расставило на места. И вас тоже вот расставят. Хотя есть люди, которые вот ненавидят противников вот этого СВО, да, там считают, что там кто-то нас купил, там мы чьи-то там деньги отрабатываем, идя против этого, говоря, что это плохо, да. Вы так, конечно, народ обманываете, но на самом деле очень скоро вы увидите, то есть вот какой приговор вам история вынесет. Но это так, немножко, может быть, даже эмоции, ладно. Руслан, вопрос. Вот ты по жизни за что борешься? То есть ты уже сказал, конечно, в начале, там башкирский национализм, национальные движения. Кстати говоря, мы с Русланом иногда так спорили, то есть, в общем, про термин национализм, да, я часто у себя в постах так его, ну, в каком-то негативном ключе, ну, использовал термин национализм, да. Руслан меня поправлял, что надо понимать правильно это слово. Вот как раз, может быть, пользуясь случаем, раскрыть и этот термин, и то, чем ты занимаешься, за что ты борешься. Ну, как я сказал, что националист это вообще вот в европейских понятиях, в европейских словарях, допустим, да, в том же самом английском словаре, слово националист это патриот по-другому. Они тождественны друг другу, эти слова. И в моем понимании, что националист, вот как я сказал, это иммунитет нации, да, это иммунитет государства, националисты. Это те люди, которые сохраняют свой язык, свою культуру, любят их, традиции свою, историю свою, настоящую историю. И которые сопротивляются ассимиляции, сопротивляются вот этой глобализации, которая сейчас надвигается. Вот любой человек, который создает кружок по защите башкирского языка, допустим, это башкирский националист. Еще раз говорю, в лучшем понимании этого слова. По-другому вы его никак не дадите, никакое другое характеристику вы ему не сможете дать. Ну, башкирский патриот, еще раз говорю, патриот и националист это одно и то же. Не надо воспринимать националист слово как человек, который унижает другие народы, который борется против других народов. Нет, это уже другая стадия. Это уже нацисты, это уже шовинисты. Поэтому я башкирский националист, я себя считаю одним из членов башкирского национального движения. А в башкирское национальное движение сегодня входят даже те, кто сидят во Всемирном Крултае Башкир. Это я так считаю. Пока не забыли, вот где-нибудь вообще вот в научной литературе делается, да, разграничение? То есть разделение слов националист и нацист. Конечно, Да, это конечно. делают? Да, нацист это вообще яркое отрицание другой нации, других народов, унижение их, уничтожение их. Это вот то, что делала гитлеровская Германия. Многие их называют фашистами, хотя фашисты это не то. Да. Фашисты это вот итальянцы были. Фашисты это идеология, скажем, вокруг объединение вокруг вождя. Вождизм. Вот это фашизм. А нацизм это уже вот яркое неприятие. Там вот они вообще, немцы, они выстроили вот эту вот пирамиду расового превосходства, где у них там славяне, цыгане считались низшей расы, подлежащей уничтожению, да, то есть это они там арийцы, там вот, ну, это вообще другое, абсолютно другое, поэтому не надо сравнивать. Вот, я сторонник башкирского национального движения, и еще недавно я, скажем так, выступал за права Башкирской республики в составе Российской Федерации, за федерализм, за возвращение суверенитета, того ограниченного суверенитета, который у нас был в 90-х годах, хотя бы за возвращение тех прав, чтобы у нас не отнимали нашего президента, там, должность, чтобы у нас там вернули наши конституционные права, которые были в 90-х годах, где, допустим, там убрали статью такую в Конституции Республики Башкортостан о том, что все природные ресурсы принадлежат его многонациональному народу. Эту статью убрали, сейчас мы получаем все вот эти проблемы, связанные с природными, вот эти природные проблемы, да, которые у нас есть, связанные с Таратау, с Куштау, с Каркатау, в Баймакском районе все эти события, которые произошли. Все это вот
проистекает. И когда люди говорят, что мы не занимаемся политикой, на самом деле, защищая интересы своей земли, природы, вы занимаетесь политикой, по идее. Вот. Но после того, как началась война, я уже как бы перешел ступень вот этого вот защиты федерализма, потому что я понял, что вот в этой стране мы уже башкиры, но не должны оставаться. Нас ничего с ней не связывает, и вот я не хочу, чтобы наш башкирский народ ассоциировался с этой страной-агрессором. Нас втянули насильно в эту войну, как в принципе и втягивали постоянно до этого в разные войны. Люди гордятся 812 годом, с войной с Наполеоном, там башкиры участвовали. А за что мы участвовали? За кого мы воевали? Сколько тысяч башкир там погибло? За что, по идее? За то, что там Александр I что-то не поделил с Наполеоном. И в русско-японской войне сколько башкир погибло. В Первой мировой войне сколько башкир погибло. За что? Да, вот. Поэтому, если бы мы были бы независимые государства, то вполне возможно, мы бы уже 1000 башкир наших бы не умерло. Мы бы никак не принимали бы участие в этой войне с Украиной. И старались бы ради себя жить и развиваться. Поэтому я хочу сказать, что вот я на сегодняшний момент яркий сторонник независимого Башкортостана. К тому, чтобы вот Башкортостан стал независимым государством, раз и навсегда порвал с этой Россией. И у нас сейчас как раз для этого появилась такая уникальная возможность. Вот этим я занимаюсь на данный момент. Есть сторонники. Как-то так вот, если я надеюсь, что ответил. Если не глубоко не ушел. Не утопия ли это? Кто-то вот так спросит. Это идея независимости таких республик. Ну, на сегодняшний день республики, да, как Башкортостан, Татарстан и так далее. То есть про независимость в последние годы много начали говорить. Но кто-то скажет, а не утопия ли это? Я считаю, что нет, потому что если бы это была бы утопией, то мы бы сегодня не видели бы такие независимые государства, как Молдова, Грузия, Армения. И даже есть народы, которые раньше никогда не имели своих независимых государств. Но кыргызы, допустим, да, африканских сколько стран получило независимость. И Казахстан. Когда-то у них были свои ханства туда-сюда, но прошло огромное количество лет, и все равно люди жили идеей жизни о независимости. Балтийские страны сколько лет боролись за это, и никогда никто не считал утопией. Когда ты это не считаешь утопией, когда ты за это борешься, когда ты живешь этим, и ты понимаешь, что можно было бы не бороться за независимость, если бы у нас берем чисто башкирский народ, да, вот так как я башкирский националист, и мы говорим только о башкирах. Вот возьмем чисто башкирский народ, хорошо ли нам в составе России? Вот если бы нам действительно было бы хорошо, если бы все образование было бы на башкирском языке, если бы у нас все природные ресурсы принадлежали бы нам, башкирам, там, и другим народам, которые проживают. Если бы вся промышленность принадлежала бы нам, если бы мы заключали бы договоры экономические, торговые союзы с тем, с кем хотим, если бы нам не закрывали наши башкирско-турецкие лицеи, если бы культура у нас развивалась так, как мы считаем, а не когда там приезжают гости из Москвы и наши там пляшут, там, и в дудочку, в курай дуют перед ними. Сувенирный народ, да, превратили башкир. Если бы всего вот этого не было бы, и действительно мы бы развивались бы, в численности бы росли, носителей языков становилось больше, язык бы обогащался все новыми и новыми терминами, институты на башкирском языке. То есть жили бы комфортно в составе России. Естественно, о никакой независимости не надо было бы говорить. Зачем? Зачем нам независимость, если мы живем хорошо, да? То есть нам создали все условия, чтобы мы развивались. Но этого же нету. Этого нету, и мы уменьшаемся в количестве, мы потеряем язык практически. Мына әле бит русса һөйләшәбез, да бит? Ну, ярар, чөнки күп кем башкортча белмәй, шуңа улар бит русса һөйләштек шул интервью бирергә. Вот, и мы теряем язык. У нас образование практически свели на ноль. У нас там, нам дают сейчас только базовые, первоначальные какие-то там уроки в школе, там,
на башкирском языке, а вся наука сегодня, которая далеко шагнула вперед, она вся на русском языке. Кто после этого выходит башкиры? Башкирами ли? И у нас нет ни одного института на башкирском языке. У нас правительство подчинено полностью Москве во всем. Поэтому говорить о том, что нам хорошо в составе России, это неправда. Нас отправляют умирать за какие-то непонятные идеи, за русский мир. Зачем нам этот русский мир? Зачем нам воевать с Украиной, которая нам ничего плохого не сделала? Что мы там забыли, башкиры? В то время как нас здесь когда сажают наших, всех посадили практически, да, сколько людей посадили за то, что люди поднимали башкирские проблемы. Сколько репрессий в них, сколько штрафов наложили людям, сколько сейчас в баймакских событиях сидят. Нормальное государство разве так поступает со своими гражданами? Нет. И поэтому я вот не вижу никакого смысла дальше оставаться в этой стране. Я вижу, что мы должны построить свое отдельное независимое государство. И пример тому есть маленькие народы, у которых есть свои собственные маленькие государства, и они прекрасно живут. Эстонцы. Их всего 900 тысяч в своей республике. Нас 1,5 миллиона. Но у них прекрасное независимое государство, однако вот мы колония. Хотя по потенциалу, по промышленному потенциалу, по природным ресурсам, по человеческому потенциалу, наконец, мы превосходим их в несколько раз. Ну вот как-то вот так, наверное. Я думаю, ты подробно ответил на все. Да. Я бы хотел вот еще что добавить, да, ко всему сказанному. Но представим такого среднего башкорта, башкорт, вот он называется именно так, башкорт. Что среднего башкорта отличает от любого другого, ну, предположим, любого другого представителя русских, чеченцев, там, американцев, англичан и так далее. То есть, если ты башкорт, значит, есть какие-то отдельные пункты, которые только для тебя, ну, представляют значимость. И ни для кого другого они значимость не представляют. Ты башкорт, потому что ты, ну, говоришь на своем языке. Но это в первую очередь, да, ставят как социология, этно, социология, психология. Ты башкорт, потому что ты придерживаешься определенной религии, ислама в нашем случае. Ты башкорт, потому что вот в каких-то моментах у тебя больше комфорта, преимуществ именно у себя дома и нигде не в другом месте, допустим, да. Вот представьте, теперь приходит какая-то группа людей и говорит: вот это ты не должен любить, здесь мы тебе свободы не даем, вот это тебе не принадлежит, вот это тоже, и вообще, ну, как бы лучше бы ты... Делай то, что мы говорим. Лучше вообще ты забудь. Тогда что остается от этого башкорта? Язык. Вот сейчас, если перечислять, да, мы под каждой графой поставим просто no comment. Нет комментариев. Язык башкирский. Какое у него положение в данный момент в Башкортостане? Он сохраняется хотя бы. Потом религия, да? Ну, какие-то старые маразматики, чуваки там приходят и говорят нам, как нам одеваться, бороду как подстригать, как совершать намаз и так далее. Потом нам вот говорят, что на земле башкурдов вот эти тополя, там какие-нибудь мосты, какие-то богатства, они, оказывается, тоже не принадлежат. За огородом лежит какое-то золото, да? Ты его тоже не можешь выкопать. Вы просто мне вот ответьте честно на вопрос. А чем мы отличаемся от вот когда-то колонизованных средневековых вот, рабов Африки? В чем у вас преимущество? Ну, они также свои песни пели, плясали. У них тоже какие-то дудки были. Возможно, им разрешали, когда приезжал хозяин, какие-то свои песни устраивать, да? Вот это, что ли, ваша свобода? И под каждой графой, под каждым пунктом у нас будет no comment. То есть ничего башкирского уже, в принципе, у вас не осталось. А вот это баймакское дело, что это, если не какая-то
грубо говоря, денацификация Башкортостана. Показательно. Все сидящие там, да, там, по-моему, ни одного нет представителя другого народа. Все башкиры. И нам доказывают, что нет, у нас нету по национальному признаку, мы никого не ущемляем. И так далее. То есть тут больше вопросов, чем ответов. Еще я бы добавил бы здесь, когда мне говорят, что вот утопия, да, что Башкортостан это утопия, что мы никогда не сможем жить независимо от России, что русские нам все дали, это наш старший брат, он нам все построил, он нас всему научил, там, науку дал и так далее. Такие люди для меня вот ничем не отличаются от 1861 году отменили крепостное право. И многие вот эти бывшие холопы, которые сегодня стали людьми, свободными людьми, которые могут идти куда угодно, делать что угодно, то есть, да, вот они все свободны. Они начали прибегать к своему помещику и просить его вернуться. Хозяин, барин, забери нас обратно, мы не знаем, что делать. Имеешь в виду отмена крепостного? Да, отмена крепостного права, когда в 1861 году. И они прибегали к нему, там на колени падали перед ним, забери нас обратно, мы не знаем, чем нам заниматься, что нам делать, мы пропадем без тебя. Вот эти люди, которые сегодня говорят, что башкиры не смогут создать свое собственное независимое государство, они мне напоминают вот таких людей, которые не боятся сделать шаг. Вот вы сидите в клетке, в тюремной камере, перед вами открыли дверь и сказали, выходи, ты свободен. И человек боится, потому что он не знает, как он будет себе пищу добывать, во что он будет одеваться, чем он будет заниматься, как он будет оберегать себя от врагов. А в уютной тюремной камере ему комфортно и хорошо. Его кормят 3 раза в день, ему баланду приносят, ему дают одежду, робу арестантскую, его раз в неделю водят мыться. Чем вы отличаетесь тогда от этого тюремного человека? Кто-то посмотрит это видео, сейчас набегут вот эти. А вы на каком разговариваете там? Кто вам язык дал, да? И вот поэтому на башкирском скажу несколько слов. Я же не говорю. Айда. Әкият сөйлейік дейбіт. Башқұртстан айырым буха, онда НАТО килә бөтәһендә үтерәсәк, бөтәһендә карасак дип әйтмәнә. Шул әкияттәргә ышанып утырабыз бит. Мына шул Америкадан килгән кешеләр һеҙҙе аслыҡтан ҡасандыр ҡотҡарған бит әле, шуны иҫләйһегеҙме? Шул НАТОны ҡорған кешеләрҙең аталары килеп һеҙҙе аслыҡтан ҡотҡарғандар. Шуны онотманығыҙмы? Оноттоғоҙмо? Мына шулай. Шуға ниндәйҙер теге әкияттәргә ышаныр алдынан, исмаһам берәй 50, 60, 100 йыл артҡа ҡарағыҙ, үҙегеҙ һығымталар яһағыҙ. Мына шулай. Мына ҙур аслыҡ ул кем эшләгән? Һеҙ яратҡан ошо Лениндар, Сталиндар мына ултыралар бит ютубҡа килеп. Ҡустым, Сталин булмаһа, һин бында булмаҫ инең тип. Сталиндар, Лениндар булғас, беҙҙең бәлки туғандарҙың яртыһы юҡ әлеге ваҡытта. Говоря по-русски, не благодаря ему, а вопреки выжившие люди в данный момент эти земли населяют. Да, все правильно. Әйтер һүҙҙәрҙе әйткәнбеҙҙер бит. Әгәр нимәлер ҡалған булһа, киләсәктә тағы. Ну, әгәр как говорится, начало положено. Многие просили сделать совместное видео, стрим с Ишмурат Хазрятом. Вот, начало, как говорится, положено. И в дальнейшем, иншаллах, или Аллах бирге, как по-разному все говорят, можно будет продолжать такие наши, потому что вопросов, если честно, которые нужно обсудить, которые можно обсуждать и разъяснять нашу позицию по этим вопросам, огромное количество. Я думаю, что не первый, не последний раз. Яйлап, иншалла. Ярай, Руслан, беренче тапкырга. Күргәнемә шат булдым, тагы күрешербез, иншалла. Әлбәттә. Күндерәбез. Салам алейкум. Алейкум ассалам.